из 3 разновидностей участников избирательного процесса. Избиратели, кандидаты и наблюдатели заслуживают наибольшего уважения. Их деятельность всегда направлена к общественной пользе. На 2-м месте избиратели, кандидаты, только на 3-м. Между наблюдателями и избирателями есть та разница, что избиратель часто задается вопросом, что может решить мой один голос, растворяющийся в море миллионов голосов. Наблюдатель такого вопроса задавать себе не должен. Мы знаем на примере большого массива статистических данных, электоральной статистики, что участки, на которых присутствуют независимые наблюдатели, радикально отличаются по своим результатам от соседних участков с такими же точно избирателями, но без наблюдателей, которые серьезно относятся к своей наблюдательской миссии. Когда нога независимого наблюдателя ступает на самые отдаленные избирательные участки нашей Родины, выясняется, что даже так называемые электоральные султанаты – это не территории с аномальным населением, в которых как-то странно голосуют. Это территории с аномальными администрациями, в которых очень странно считают. Если есть кто-то, кто может вынудить комиссию считать правильно, то выясняется, что голосуют в этих самых экзотических или считающихся экзотическими местах примерно так же, как и в среднем по России. Сила наблюдателя в его знаниях, сила наблюдателя в его уверенности в собственной правоте и, собственно говоря, в инструменте публичности, которым он может и должен пользоваться. Довольно редко члены и председатели избирательных комиссий – это какие-то закоренелые злодеи или идейные фальсификаторы, готовые положить жизнь за результат той или иной партии или кандидата. Чаще всего это усталые замученные люди, которых их начальство заставляет терроризировать их же подчиненных. Поэтому если черновая, низовая работа фальсификации оказывается сопряжена с неприятностями, излишним трудом и возможной оглаской, они очень легко от этих своих обязанностей отказываются и считают честно. Для того, чтобы фальсификация состоялась, комиссия должна быть единогласна. Не должно быть никого, кто скажет, так поступать нельзя. Если хоть один наблюдатель, так сказать, затесался в эти ряды, то довольно часто вся эта фальсификационная деятельность просто распадается на части. А надо вам сказать, что, например, в случае с результатами выборов в одномандатных округах часто совершенно небольшое количество голосов лишь решают судьбу мандата депутата Государственной Думы, который стоит больших денег и сопряжен с очень серьезными полномочиями. Один депутат – это уже значительный политический ресурс. Если вы, как наблюдатель, помогли депутату, действительно выигравшему, удержать свой результат, поверьте, вы действительно внесли изменения в состав высшего органа государственной власти, нашего федерального парламента. Поэтому на этих выборах, которые пройдут в течение 3 дней, избирателей должно быть больше, их нужно больше, чем на прошлом выборном цикле. Что касается того, что выборы не похожи на выборы, а в 2016 году были похожи, а в 2011 году сильно они были похожи на выборы. В этом отношении нельзя сказать, чтобы что-то принципиально изменилось. Те безобразия, которые происходят прямо сейчас, кажутся самыми безобразными, но если мы вспомним то, что было 5 лет назад и еще 5 лет назад, мы увидим в общем те же самые практики с поправкой на некоторые законодательные изменения. Кстати говоря, эти законодательные изменения большей частью касались недопуска кандидатов и партий к выборам. Те, которые уже допущены, в общем, даже в рамках действующего законодательства заслуживают того, чтобы быть подсчитанными настолько честно, насколько это возможно. Поэтому, записываясь наблюдателем, проходя, так сказать, курс образования и научаясь этой своей наблюдательской работе, вы делаете чрезвычайно благое дело, вы действительно совершаете, я бы сказала, патриотический подвиг, вы мешаете искажать народные волеизъявления, и вы, еще раз повторю, влияете на то, как будет выглядеть законодательная власть в течение ближайших 5 лет.